Мударис Харисович Сафин, Таргашин. Чтобы формировку Ханги вгтра бир Федоровка района Веселовка деген ялын кинагина харжап. Вол давай кемешлар тахарбана жол булады. И параллельно Мустафа яла Балаургадраян ман аннен ялгыларын дардан разбойник тудардан иликрен шалган кинагидана харжап берди. И параллельно Хальпедардым Бешпуштарда мусульманское население в Оренбургской Уфимской губернии первой и 10 ревизии. За 200 лет я Бешпуштардым 1717-1917. Это самый такой плохо изученный период, очень искаженный период, поэтому я обращаюсь именно на мусульманское население. И параллельно, вернее, еще проводим работу. Орник, это, конечно, будет ваших населенных пунктов Республики Башкортостан, согласно документам РГАДа, Ленинградских архивов и Уфимских архивов, Оренбургских, Самарских архивов. Конечно, когда берем географию Менделинский уезд, хотя это Татарстан, Узулук, Бугурстан, Оренбургский уезд, но когда-то нам фильм. Потом мы подготовили, не смогли выпустить посвященный полной генеалогии древа Константина Васильевича Иванова и истории села Шлакбаш, исключительно по документам. И по легендам. К сожалению, легенды всегда, и швашки энциклопедии, 4-томники, эти легенды вошли. Хотя, к сожалению, в этот минут, конечно, швахтарские платки, они все время согласны, что к счастью, московские документы, ленинградские документы не привлекли. Это крупный минус. Энциклопедию выпустили 4-томник. Вот эти ревизии 4 мне совершенно не понравились. А вот там Виталий Петрович, к счастью, и все. За 10-8 лет не могли представители твоего отправить. Это как-то смеха. Вот такое отношение. Какой-то вот именно патриотство. Как товарищ чужой, хоть по-руси, хоть не по-руси, он прибудет говорить, колома ударать, а практически ничего не делает. Потому что он это... Да, по барабану. Нас в этот Ленинград задержал. Тогда вот этот Виталий Картин закрыли на время, там Конституционный суд перевели, вот это, где-то около 7-8 лет только ждали, не успели. При Николаеве как-то не додумались этого при Василии Васильевиче. Поэтому потом, когда у нас уже будет готово, нам придется уже выйти на всех бизнесменов Чувашей, чтобы выпустить эту книгу. Это где-то не раньше 17-18 года, потому что каждый бизнесмен выходит, там говорит, сколько их лет, пример такой. Мы еще только готовим, хазагат, мы еще не можем говорить, там, сколько лет тысяч. Когда уже мы уже вышли на дискетный уровень, тогда мы что-то еще можем. Поэтому Чебоксар так и дали понять. Тем более мы же провинции, нам все равно будут смотреть как на провинции. Ищите на своих спортах. У нас там сейчас и не будет. Вот Константин Васильевич уже год прошел, институт должна была выпустить. Книгу спортом еще не выпустили. Там еще они затеяли, что это родина Байгельды, потому что Урманский район доказывает, что это от Константина Васильевича предки, оттуда переехали. Вот это. Сперва Белевей, потом Стапаш. Они затеяли, там памятный знак хотят ставить. Урманский район отдела на себя тянет, а наш район на себя тянет. Мы в этой электронной форме, благодаря Тагирокину, Вячеслав Михайлович, вы, наверное, знаете его, благодаря его вот электронный вариант мы отправили с фактами. Хотя все координаты я им отправил, где что лежит, вот она хайда или вот это заказать день. Потом я вот Белебей вот был по поводу Константина Васильевича и по поводу Светланова летчика. В музее я был. В архиве там ничего не было. Но, к сожалению, вот состав этого музея толком даже не знаю, когда образовался вообще там Белебей. Белебей, когда он образовался? Это 1981 год, это статус города только. Хотя теперь там тоже, это же время, Узулук, Угруслан, Угульман, вот ваш Белебей, наши Тиртамак, вот 5 городов, в 1781 году статус города получили.
Вот наши выпустили в этот момент получили статус, вот эти 4 года. А Петанакский, тогда еще вот это коммунистическая партия, они могли доказать, и то еще не полностью 1766 год. Это как на основе указа Катерины о достатке детской истории. И то еще вот этот документ интерпретирован неправильно. Деревня была фактически вот это, даже на национальной библиотеке, как материал есть вот, на Вариде, я это потом нашел. Но все равно они 1766 год. А вот по Белебейской территории вот этим никто не занимался раньше. И оно пошло в оборот 1781. Я не говорю там Безбуляков или Федоровского района, там своих хватает проблем. Вот именно Халага надо заинтересовать, чтобы каждый знал свое древо. У нас уже чуваши, как и татары, уже стали Ивановны помнящего родства. Дальше деда, дальше прадеда уже не знают. Понимаешь? А надо потом Халага заинтересовать. Вот сейчас мы Вечеровку полностью все древа подготовили. Вот сейчас то же самое мы уже начали готовить Чинджан, Новофедоров, Аургалинского района. Тоже уже все древа будем давать, чтобы каждый пентер, чтобы не были они такими. Кому-то интересно. Поэтому Халага надо заинтересовать, чтобы каждый был заинтересован. А так просто естественно бизнесмен тоже надо заинтересовать. Но опять-таки, если он бизнесмен, все равно чувашский бизнесмен, как и татарин. Он 4-5 года созревает. Если даже в Кши-Уганда, он должен созреть на это. Вся история вот это, мы такие вот краеведы местного уровня, скажем так, районного значения, может такое, кто там, республиканского значения, в любом случае, Хабрин, история на Хабрин, главного. Хабрин, Хазердага, как он один. Ну, конечно, у нас и сборник, она все будет. И потом мы в интернет вложим, как говорится, может быть, и уроки, или как вот это, здесь через этот Академию наук. Вот я смотрел журнал. Может быть, может быть, и через это еще опубликовать можно будет, когда уже электронный вариант сейчас будет готов. Скорее всего, стоит вот этот просто передать. Это исключительно документальный, и от балды. Поэтому мой призыв такой, вот это максимально работайте с своими земляками, своими выходцами, ищите, находите. Это интересно, конечно, кто работает. Поэтому побольше будьте в архиве, там вот, кто больше работает, кто вот больше, как говорится, там появляется, больше доверия. Вот Петр Иванович говорит, много дадут. Они на 3 категории, вот Халага делят. Вот есть категории, которые всегда получают, те, которым похта, а те категории, которые сразу отворот поворот. Потому что им попали не дают. Вот смысл. Поэтому я тоже, многие вопросы в курсе, просто я просто ставлю вам неизвестность. Кому-то вот, просто могут сказать. Владимир Борисович, вот в Бежбулякском районе появился очень интересный молодой ученый, начинающий, Дмитрий Петров. Вот он настолько хорошо изучает всю историю вот Бежбулякского района. В частности, он выпустил карту с указанием всех деревень Кошелгинского, да, и Кошелгинского этого, да, сельского поселения, вплоть с деревнями, которые прохали, которые лев. Он выпустил прекрасную карту и выпустил еще топонимическую, да? Наша книга, которая вот будет праздник, Башкирка, населенный пункт этой республики, там она будет выполнять то, что вот многие недоступные материалы. Мы там вот будем приводить вот поименный список всех чувашей 3-й ревизии. Поименный. Какие года? Ну, Катерина, 1762-63 года 3-й ревизии. А до этого все чуваши, которые здесь жили, они или татарили, а башкирили. Вот за Урале, вот 17 чувашских деревень, их же тоже команды уничтожили. Они вот во 2-й ревизии проходят, 3-й ревизии их уже нет. Поэтому у нас в этой 3-й ревизии только вот чуваши начинают. До этого они просто исчезли, растворились. Халах. Среди татар, среди мещеряков, среди шляхтяр. Халах. Нормально поняли? А вот вы когда деревни эти будете писать, вы пишите год образования? У нас в Кошелге там спорно. Все время висела вывеска 1721. На кануне 4-й ревизии только раньше Щукины. Бесполезно. 4-й ревизия это 1782 год. И так мало минут, и Кошелга. Они одновременно, это не лохи. Просто нам иначе рядом Пишут весело, весело пишут.
Шулара Маламелеудова, когда Шулара, мы тут расстояние. Высылок. Да. Выселок Марадама равномерный притягивает. Когда сюда не вот это остальные, вот в советское время, рамки выселки. Ну, ваше мнение для нас авторитетно, а то мы там это запечалились, нам хотелось, чтобы Кашуга еще раньше появилась. Вот мы журналисты, вот Я Игорю предлагала, давай, говорю, напишем историю села Кашуги. Но он понял, что... Ну вы, нет, потому что мне Да. потом Булай Харисович говорит, это ты неправильно сделал, надо сперва А мы собрать. с ним консультировались. Вот мы в данное время уже готовим материал, у нас будет только это последний электронный вариант, мы его выпускать не собираемся. Это Чувашско-Романинский энциклопедию мы готовим. За 300-летней истории вот этого. Там Кармалы, два Челаткана и Ермолаев. Наш как участник представляет в одном лице. Мы уже вот этот царский период, я уже полностью все восстановил. У меня уже осталось уже послевоенный период. Вот это колхозы, клубы, пункты, они же везде появились. Школы, начальные были, сейчас не исчезли. Вот мы вот это вот этот период. А кто вам в это запрещает? Вы так и А вот, конечно, вам. плохо, что столько вариантов. В каждом варианте своя дата, да, свои деревни, путаницу создает. Вот у вас, я чувствую, квалифицированная она выйдет, без ошибок. А вот ведь много... Хорошо. Мы хронологически будем. Да. Хронологически. Вот как она упомянута. И все. Третье видео уже мы поименно будем. Также поименно по Мещеряках будем. Ну, это уже отдельный разговор. Это Мещеряк, это уже Спасибо. Булай Харисович. Больше